по спортивной по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проводятся на ковре А. Асрор Манкулов, Хабаровский край, снят врачом. Победа присуждается Карсхалы Григорьеву, Республика Саха-Якутия. Приглашается Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. Родион Кравцов, Забайкальский край, кандидат мастера спорта. Начало второго дня соревнований до 57 килограммов. Первая минута как разведка друг друга. Борцу в синем трико замечание Родиону Кравцову. Залгар Баяндуев все время вперед идет. Так и должно быть. От свистка до свистка идет борьба. Тридцатисекундное замечание борцу синим трико. Оба борца шлангуют друг друга, пока результативное движение не создают. Бал борцу красным трико Заргалу Баяндуеву за пассивное ведение борьбы. Пока четкого движения не вижу. Под себя. Вязкий рух и захват. Борис красным трико очень хороший захват берет. Вязкий рук. Оттуда можно начинать атаку. Атакующее движение. Борис синим трико убегает. Осталось 20 секунд. 25 секунд. 2 балла борцу красным трико. Соотношение баллов 3-0. Переворот накатом 2 балла. 5-0. Еще 2 балла. 7. 9. Время. Большим преимуществом первый период выигрывает Заргал Баяндуев, Республика Бурятия. Очень хорошо начал. Вязкий рух и 4 переворот накатом.
полуфинальные встречи. Победитель будет бороться в финале Григорием Карсхалом, Республика Саха-Якутия. Проход много, но хорошо защищается Заргал Баяндуев. В обоюдном захвате борется. Вязка рук. Если борец красным трюк получит балл, туда останавливается борьба. Все время ищет свое преимущество борец красным трюком. Проход ноги. С этого положения можно было поднимать Родиону Кравцову. Минута 30 осталось до конца встречи. Одно четкое движение прием может решить ход борьбы. Вязка рук и балл. 10-0. Чисто техническую победу держал Заргал Баяндуев и вышел в финал. До 61 килограмма третий круг. Заргал Чожижапов, Забайкальский край, кандидат мастера спорта. Дамдин Сыренжапов, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. Полуфинальные встречи. Борец красным трико Заргал Чожижапов, Забайкальский край. У него очень низкая стойка. Стиль борьбы японской борьбы. Оба борца очень проход ноги и балл. Заработал борец красным трико. Очень активно начали борьбу. И так и должно быть полуфинальные встречи. Опа! И попал в контрприем. 2 балла получает Дамдин Сыренжапов. Опасное положение. Центр.
Соотношение баллов 1-4. Очень хороший контрприем показывал Дамдин Зырянжапов. Соотношение баллов 1-4. Очень хорошим контрприемом выигрывает Дамдин Зырянжапов. Перевод. Не получилось. Обоюдный захват. Вертушка 2 балла. Борцу синим Тирко опережает Дамдин Зырянжапов. И переворот накатом 2 балла. Балл борцу красным Тирко. 2-8. До конца периода осталось 25 секунд. Очень хорошую техническую борьбу показывает оба борца. В основном Дамдин Зырянжапов контрприема работает. Период 2-8. Второй период. Проход ноги с дальней дистанции. И получает 2 балла борец красным Тирко. Два. Соотношение баллов 6-8. Заргал Зырянжапов очень активно начал второй период. Это и понятно. С дальней дистанции хороший проход. Оттуда должен выходить. Два балла. 8-8. Выигрывает борец красным Тирко. 8-8. Активно начинает второй период. Заргал Зырянжапов. Осталось до конца встречи минута 40 секунд. В обоюдном захвате любой может сделать прием. Но вертушку хотел сделать борец красным Тирко, но не получилось. 2 балла отдает. И соотношение баллов 8-10. Пользу борца синим Тирко. В плотном захвате очень медленно делал и остался внизу борец красным Тирко. Последняя минута встречи, полуфинальной встречи. 8-10. Последняя минута должен решать все.
Хороший перевод. 2 балла получает. 4 балла. Обратным захватом бедра. Сделал Жаргал Чоджижапов. 38 секунд и выигрывает 4-бальным броском Жаргал Чоджижапов. Нырок. Борис с синим трико. 2 балла борцу с синим трико. Нырок и проход ноги. Осталось 21 секунда. Надо выложиться до конца. «15 секунд». Полуфинальная встреча. Один хороший проход. И победа держал Дамдин Сыренжапов, Республика Бурятия. Очень хорошую борьбу показывает. Вторая полуфинальная встреча. Андрей Мельдай из Амурской области, кандидат мастера спорта. Александр Болуров, Республика Саха, Якутия. Второй финалист. Тоже борцы активно начали. Это и понятно. Полуфинальная встреча. Проход ноги. Андрей Белдай из Амурской области. Очень хорошо отбрасывает Александр Болуров. Перевод. 2 балла Александру Болурову. В движении опережает Александр Болуров. И хороший перевод. С хорошим переводом 2 балла. Ноль 2 выигрывает. Очень хороший проход. Ногу. И вышел. 2 балла. Четкое движение Александра. Соотношение баллов 0,4. Ложная атака и проход ноги. Еще проход. Надо подниматься. 4 балла. Обратным захватом бедра. Обратно. Показывает 4 балла. Получает борец красным трико. 4-4. 4-бальный. И выигрывает Андрей Мелдай из Амурской области. Александр очень хорошо начал. Но внизу. Остался внизу. 4-4. Очень хороший выигрышный захват. Перевод. Обоюдный захват. Отсюда шлунги. Ложные атаки.
Вятский рух. Вот. Очень хорошее движение, но нерезультативное. 15 секунд осталось до конца первого периода. А обоюдном захвате никто не рискует. Любой может сделать свой любимый прием с обоюдного захвата с обманным движением. 4-4 и выигрывает первый период гость нашей летней спартакиады Андрей Мельдайкис, Амурская область. Очень хорошую, содержательную борьбу показывает, зрелую борьбу оба борца. До 61 килограмма. Со свистком сразу вперед идет Александр Болуров. И это понятно, потому что проигрывает. 2 балла. Кладочный прием. (4-8) с одного захвата. Термином борьбы ключ и 2 балла. И туше чистую победу держал Александр Болуров и Республика Якутия и вышел в финал. Эрдем Барахшонов, Забайкальский край, снять врачом. Победа приждается Саяну Жикзымаеву, Республика Бурятия. До 65 килограммов приглашается Вальтер Владимиров, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Игорь Зарницын, Амурская область, кандидат мастера спорта. 5-й круг. В этой весовке 5 участников. Круговая встреча. Очень хороший проход показан, но сам попал в опасное положение и кольцо чисто техническую победу держал Вальтер Владимиров. За 23 секунды чистую победу держал Вальтер Владимиров. До 70 килограммов 5-й круг. Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Игорь Овкоев, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. В этой весовой категории тоже 5 участников.
до 70 килограммов. Тоже активно начали борцы. Пятый круг. 5 участников. Круговая встреча. Борцы начали активно. Первая минута как разведка. Проход. Захватом ноги. Балл получает Владимир Баяновский. В движении. Как бы опережает соперника. Перевод. Проход ноги. Но очень хорошо защищается Владимир Баяновский. Там же на команду выдаете или на каждого? Оба борца борются в центре. Центр ковра. Последняя минута первого периода. 1-0. Выигрывает борец красным трико. Минимальным счетом. Очень хорошо двигаются борцы. До конца встречи первый период 20 секунд. Проход ноги. 2 балла. Очень хорошим движением, забеганием получает 2 балла. 3-0. Осталось 10 секунд до конца перевода. Очень грамотно борется Владимир Баяновский. И первый период выигрывает со счетом 3-0. Весовая категория не будет, да? Второй период. Активно начал Игорь Упкоев. И это понятно, проигрывает. Выигрышный захват взял Владимир Баяновский. Балл. Борцу красным трико вышел из пассивной зоны Игорь Упкоев. Владимир Баяновский очень грамотно
зрелую борьбу показывает. Опережает. Бал борцу синим трико. Владимир Баяновский выжил из пассивной зоны. Борцы очень быстро действуют, молниеносно. Обоюдный захват. Вязка рук. Уходит. До конца встречи осталась 1 минута. Проходную останавливает Владимир Баяновский. Захвата головы. 2 балла. Забеганием получает 2 балла. Очень грамотно встречает Владимир Баяновский. Все время опережает Владимир Баяновский. Бал борцу синим трико. 6-2. Владимир Баяновский вышел из пассивной зоны. Проход ноги. Игорь Фукоев, но останавливает Владимир Баяновский. Захвата не дает захвата. И победу одержал Владимир Баяновский, Республика Якутия. Вторая пара до 70 килограммов. Бадма Намсараев, Забайкальский край, кандидат мастера спорта. Гагик Тунян, Еврейская автономная область, кандидат мастера спорта. Перевод и проход ноги. Бал борцу синим трико. Гагик Тунян с хорошим движением руки. Перевод и проход ноги. С дальней дистанции проход и бал 0-2. Очень хороший нырок Бадма Мансараев. Но попал контрприем обратным захватом бедра. Вот опасное положение. Ноль 4.
Очень хорошим нырком смог бы выиграть балл борец в красном трико. А попал контрприем. Обратным захватом бедра. Соотношение баллов 0,4. Выигрышный захват взял Гаги Тунян. Забегание и 2 балла. 0,6. Переворот накатом 8. Ноль 8. Очень техничную борьбу показывает Гаги Тунян, представитель еврейской автономной области. Осталось 45 секунд до конца первого периода. Как бы активно начал Бадма Намцараев, но попал в контрприем. Опять захват головы. Я думаю, все. 2 балла. Чисто техническую победу держал Гаги Тунян, еврейская автономная область. До 74 килограммов третий круг. Чингис Дамдинов, Забайкальский край, кандидат мастера спорта. Андрей Ленский, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Очень активно начали. Со свистком вперед идет Андрей Ленский. Вязка рук. Проход ноги, но с опережением, обратным захватом бедра получает 2 балла Чингис Дамдинов, Забайкальский край. Андрей Ленский все время держит соперника опасное положение. 2 балла. Очень хороший проход. 2 балла. Еще 2 балла. Еще 2 балла. Очень технично начал борьбу Андрей Ленский. Проход. Захват головы. Прижимай к ковру.
Фаула нету. Положение в паркет. Вышли оба борца. Очень активно ведет борьбу Андрей Ленский. Сантер. Так и должно быть. Два балла. Еще 2 балла. Чисто техническую победу одержал Андрей Ленский, Республика Саха-Якутия. Вторая пара до 74 килограммов Кирилл Тарасов, Еврейская автономная область, кандидат мастера спорта. Аюр Жигжитов, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. Аюр Жигжитов вчера очень хорошо боролся. Захват головы. С забеганием 2 балла получает борец синим трико. Ноль, 2. Перевод. И 2 балла Аюр Жиргатову. 0,4. Очень хороший перевод. Оба борца высокой средней стойки. Перевод и 2 балла. Очень хороший захват взял. Не мог делать переворот накатом. Очень хороший перевод. Аюр Жигжатов показывает. Этим приемом наш легендарный борец Буйсар Сатиев выиграл 3 Олимпиады. Начиная с этого захвата. Оба борца в высокой стойке. Любой может пройти в ногу. До конца первого периода осталось 20 секунд.
10. Все время вперед идет. Более синим трико. Перед выиграл Аюр Зигзатов, Республика Бурятия. Второй период. То же самое, хороший перевод. И 2 балла. Переворот накатом. И на этом победу держал Аюр Зигзатов, Республика Бурятия. До 79 килограммов. 5 круг. Улу Музаффар, Приморский край. Юрий Арахлясов, Забайкальский край, кандидат в мастера спорта. Пятый круг. В весовой категории 5 участников. Со свистком вперед идет Юрий Арахлясов, Забайкальский край. Активно начал борьбу. Перевод и 2 балла. Заработал борец с синим трико. Переворот накатом. Ноль 4. Очень активно и технично начал борьбу Юрий Арахлясов, Забайкальский край. Пять участников и 5 круг. Проход ноги. Проход ногу. И 2 балла. Ноль 6. Очень технично, грамотно Юрий Арахлясов заработает баллы. Перевод. З
Борис красным трико вертушку хотел сделать, но внизу остался. 8:08. 2 балла борцу синим трико. 0:8. До конца первого периода осталось 25 секунд. С большим преимуществом ведет борьбу Юрий Арахлясов, представитель Забайкальского края. Ноль восемь. Выиграл Юрий Арахлясов. Очень хороший проход. И 2 балла. Обратным захватом мельницы переворот. И чисто техническую победу одержал Юрий Арахлясов, Забайкальский край. На ковре А чистую техническую победу одержал Юрий Арахлясов, Забайкальский край. На ковер приглашаются Владислав Лопаев, Еврейская автономная область, Михаил Сергеев, Республика Саха. Вторая пара. Владислав Лопаев, Еврейская автономная область, кандидат мастера спорта. Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Обоюдного захвата начали борьбу. Выигрышный захват берет Владислав Лопаев. И проход. Два-два. Два-два. Последний балл у Михаила Сергеева. Выигрывает. Очень активную борьбу показывает. И это понятно. 5-й круг. Проход ногу на дистанции. Но опережает Михаил. И переворот накатом. 2-6. Михаил Сергеев очень хорошо опережение работает. Проход ноги. Борис красным трико.
хорошо защищается, отбрасывает. Два балла. Четыре восемь. 4-8. Опасное положение вышел Михаил Сергеев. До конца первого периода осталось 55 секунд. Соотношение баллов 4-8. Очень содержательной борьбе. Плюс 2 балла. И в положении партер из опасного положения вышел Михаил Сергеев. 6-8. По новым правилам, если из опасного положения вышел, плюс 2 и партер. 6-8. Равная борьба идет. Осталось 25 секунд. Десять секунд осталось. Проход ноги. Весовой категории до 7 Первый период 6-8. Выигрывает Михаил Сергеев. Владислав Лопаев. Владиславу 19 лет. Студент, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 6 лет. Тренер Виктор Пинчук. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Михаил Сергеев. Михаилу 19 лет, представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 10 лет. Тренеры Осип Михайлов, Степан Сивцев, Василий Неустроев. Второй период. Очень хороший перевод. И заработал 2 балла Михаил Сергеев. 6-10. Очень активно со свистком идет вперед Михаил Сергеев. Так должно быть в борьбе. Не полшага назад. Все время в движении тоже хороший перевод. 2 балла. Переворот накатом. Шесть 14. Забегание. Шесть 14. Поднимать. Надо поднимать. И 4 балла. Чисто техническую победу держал Михаил Сергеев и Республика Саха-Якутия. 6-18. Победу одержал Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов, 5-й круг. Карим Кизимов, Еврейская автономная область.
Айтал Уйгуров, Республика Саха. До 86 килограммов. Пятый круг. Фарид Кязимов, Еврейская автономная область, кандидат мастера спорта. Айтал Уйгуров, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Пятый круг. Тоже в этой весовой категории 5 участников. Круговая встреча. Очень хороший зацеп хотел сделать Борис в синем трико, но контрприем показывает. И 2 балла, еще 2 балла. Переворот накатом. 8. Очень техничную и содержательную борьбу показывает. Чисто техническую победу держал Фарид Кязимов, Еврейская автономная В весовой область. категории до 86 килограммов чистую техническую победу одержал Фарид Кизимов, Еврейская автономная область. На ковер приглашаются Бату Даржиев, Забайкальский край, Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край. До 86 килограммов пятый круг. Вторая пара Бату Доржиев, Забайкальский край, кандидат мастера спорта. Мансуржан Улу, Муслимбек, Приморский край. Очень хороший проход в пятке. И вышел. Переворотом вышел Бату Доржиев. Балла нету. Бросок через бедро. Не получается. Оба борцы пытаются сделать. Очень много технических движений, но пока балла нету. Борис в синем трико получает замечание, устное замечание. Минута прошла. Обоюдный захват. Выигрышный захват берет Борис в синем трико. И балл. Борцу в синем трико. Очень хороший нырок, но до конца недоделанный. 2 балла. Потом Доржиеву. Опасном положении. Чисто техническую победу одержал Бату Доржиев, Забайкальский край. 86 килограммов чистую победу на душе одержал Бату Даржиев, Забайкальский край. На ковре А начинается третий круг весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Дмитрий Еременко, Амурская область, Артур Дьяконов, Республика Саха. До 92 килограммов. Третий круг. Дмитрий Еременко, Амурская область, Артур Дьяконов, Республика Саха, Якутия.
обоюдного захвата начали борьбу. Выигрышный захват берет борец с красным трико Дмитрий Еременко. Центр. Проход ноги. Очень хороший прием. Захват пятки. И взял захват кольцо. Промокашку. Борец с синим трико. 2 балла. Это кладочный прием. И захватом кольцо. Чистую победу держал Артур Дьяконов, Республика Саха-Якутия. Победу на душе одержал Артур Дьяконов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Артур Крисна, Хабаровский край, Аюр Немаев, Республика Бурятия. Вторая пара Артур Тризна, Хабаровский край, кандидат в мастера спорта. Аюр Немаев, Республика Бурятия. Оба борца кандидаты в мастера спорта. Оба борца активно начал проход ноги. Артур Тризна. 2 балла контрприемом получает борец с синим трико. Аюр Немаев. Очень хороший проход сделал Артур Тризна. Но контрприем показывает Аюр Немаев. 0-2. Оба борца в средней стойке борются. Борьба за захват. Очень хороший нырок во движении показывает 1-6. Два балла. Переворот накатом. 3-6. Оба борца демонстрируют хорошую борьбу. Зрели. 2 балла. Получает борец синим трико. Еще 2 балла. Скрючный захват голеней. Еще 2 балла. Скрючный захват голеней. И чистую техническую победу одержал Аюр Немаев, Республика Бурятия. С явным техническим преимуществом победу одержал Аюр Немаев, Республика Бурятия.
На ковре А начинается финальный поединок весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Алдар Душенов, Республика Бурятия, Даниил Иванов, Республика Саха-Якутия. До 97 килограммов финальные встречи. Алдар Дашинов, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. Даниил Иванов, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. До 97 килограммов. Даниил Иванов тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Саха-Якутия Василия Петровича Уварова. Первый тренер Анатолий Петров в городе Покровске, Хангаласской области. Чемпион республики. От него ждем больших спортивных достижений. Даниил Иванов активно начал. Борец с красным трико устное замечание получает. Секундное замечание борцу с синим трико. Балл борцу красным трико. Очень хороший проход. Табло, по-моему, неправильно показывает. Балл 0,3. И турецкую ножницу хочет сделать. Неправильно табло поставили. 0,3. И резким проходом ноги в движении. Заработал 2 балла. Даниил Иванов. До конца первого периода осталось 15 секунд. Первый период выиграл Даниил Иванов. В весовой категории до 97 килограммов финальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алдар Дашенов. Алдару 19 лет, студент Республиканского многоуровневого колледжа, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 7 лет. Тренеры Ковбоев, Балгаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха, 19-летний Даниил Иванов. Даниил Иванов представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 13 лет, тренеры Уваров, Петров, Даниил Иванов, победитель международного турнира среди юниоров памяти Романа Дмитриева. Послушайте информацию. Юниорки.
Участники соревнований юниорки. Просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. Первый выиграл 0-3 Данил Иванов. 1 минута прошла. Послушайте информацию. Победители, призеры, юниорки. Форма одежды спортивная. Спортивный костюм, кроссовки. Борис красным трико активно начал. И это понятно. Проигрывает. Хорошо защищается, встречает После Данил Иванов. награждения девушек-юниоров проводится церемония награждения среди юниоров, юношей. Просьба подготовиться. Последние минуты встречи. Пока технических действий нету. Четыре балла в убийственном захвате. Данил Иванов получает 4 балла. Тридцать секунд. Проход ноги. Победу одержал и чемпионом стал весовой до 97 килограммов Данил Иванов. Республика Саха. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Айдар Санджиев, Республика Бурятия, Александр Евдокимов, Хабаровский край. До 125 килограммов третий круг. Айдар Санджиев, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. Александр Евдокимов, Хабаровский край. В красном трико Александр Евдокимов, Хабаровский край. В синем трико Айдар Санджиев, Республика Бурятия. После данного поединка состоится церемония награждения среди юниоров. Затем юниоров. Просьба всех победителей и призеров подготовиться для проведения церемонии награждения. Это последняя встреча 5-й летней спартакиады молодежи России. Дальневосточный федеральный округ по вольной борьбе среди юниоров и юниоров. Идет борьба на захват. Борис красным трико получает замечание, устное замечание. Послушайте информацию. Все победители, призеры должны быть
в медицинских защитных масках. Секундное предупреждение борцу красным трико. Послушайте информацию представителей команд. Для вас Обоюдный захват. Выигрышный захват берет под мышку. Мышкой более 7 трико. И перевод. Просьба подойти в секретариат и забрать памятные сувениры. Бал борцу синим трико. Запасим ведения борьбы. После данного поединка состоится церемония награждения юниорок и юниоров. Осталось 40 секунд до конца первого периода. Форма спортивная, спортивный костюм. Очень активно ведет борьбу борец синим трико Александр Евдокимов. Бал. Выход из опасной зоны. Первый период выиграл Александр Евдокимов, Хабаровский край. В тяжелом весе поединок ведут в красном трико представитель команды Хабаровского края, кандидат в мастера спорта Александр Евдокимов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта Айдар Санджиев. Для представителей команд подготовлены памятные сувениры. Просьба подойти в секретариат и забрать памятные сувениры. Второй период активно начал борец синим трико. Юниорки, просьба подойти Бал. на награждение. Форма одежды спортивная, должны иметь защитные маски. 0-3. Выигрывает Александр Евдокимов. Борьба за захват. Без захвата нет приема. Борьба идет как бы сумоисты. Все, бал. 0-4. Просьба подойти к сцене. Может решить четырехпальный бросок, прием. Хоть борьбы. Выиграл захват, взял борец синим трико. Можно было рисковать борцу красным трико.
До конца встречи осталось 50 секунд. Ход борьбы может решить только 4-бальный бросок. Проход ноги. Высет, но 2 балла получает Борис синим трико. И турецкую ножницу демонстрирует Борис синим трико. Стойка. Осталось до конца встречи 8 секунд. Победу одержал Александр Евдокимов, Хабаровский край. В супертяжелом весе победу одержал Айдар Санжиев, Республика Бурятия. Не. Победители, призеры, юниоры, просьба подойти на награждение. أي خريطة بريت ما يجي Начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров среди юниоров второго этапа 5-й летней спартакиады молодежи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе до 21 года. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заместитель директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Роман Иванович Оконечников. За второе место серебряной медалью и кубком награждается
Александра Копылова, Республика Саха-Якутия. Куда одеваешь? Второе место. Второе место сейчас выходит. Второе кто? Второе где? Она первая. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Людмила Шульгина, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Александра Копылова, Республика Саха-Якутия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 50 килограммов. Бар, 53. Урон, блин. Ini bawa estafeta. Девочки потом спуститесь, а пишите, пожалуйста. Что попросить? Учитель подписывался. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 53 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается главный судья соревнований, судья международной категории Петр Павлович Чешкин. За третье место бронзовой медалью кубком награждается Софья Рихка, Амурская область. Одевай меня. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Саяна Будаева, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Герда Данилова, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победителей и призера весовой категории до 53 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призера весовой категории до 55 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер юниорской сборной команды Республики Саха-Якутия по вольной борьбе Прокопий Семенович Иванов. За второе место серебряной медалью награждается Баярма Бархалеева, Республика Бурятия.
За первое место золотой медалью и кубком награждается Евгения Оборотникова, Республика Саха-Якутия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 55 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 57 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заместитель директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Роман Иванович Оконешников. За второе место серебряной медалью награждается Күндүнэ Борисова, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Сагандари Табаева, Республика Бурятия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 57 килограммов. Gelin de. Gelin de. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 59 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается главный судья соревнований Петр Павлович Чешкин. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Туяна Ганжапова, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Светлана Васильева, Республика Саха-Якутия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 59 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 62 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов.
За второе место серебряной медалью и кубком награждается Алена Февралева, Республика Бурятия. Одевай. За первое место золотой медалью кубком награждается Саяна Спиридонова, Республика Саха, Якутия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 62 килограммов. Яковлева, Бартяев, Лауна. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 65 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер юниорской сборной команды Республики Саха-Якутия Прокопий Семенович Иванов. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Ксения Скачкова, Приморский край. За первое место золотой медалью и кубком награждается Сарюна Кандакова, Республика Бурятия. Медали одевай. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 65 килограммов. Начинается церемония награждения победителя весовой категории до 68 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. За первое место золотой медалью и кубком награждается Аяна Самбуева, Республика Бурятия. Поздравляем победителя весовой категории до 68 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 72 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается главный судья соревнований Петр Павлович Чешкин. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Виктория Смышляева, Хабаровский край.
За второе место серебряной медалью и кубком награждается Далгарма Актинова, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Лилияна Рожина, Республика Саха-Якутия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 72 килограммов. Давайте фото. Расскажи, что Ксюша, смотри, как я медаль надеваю. Просто медаль Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 76 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается Абакар Ахмедович Агиев, судья международной категории, всероссийской категории. За второе место серебряной медалью награждается Кристина Леоненко, Хабаровский край. За первое место золотой медалью и кубком награждается Татьяна Булкенова, Республика Бурятия. Еще раз поздравляем победителя и призера весовой категории до 76 килограммов. На этом церемония награждения среди юниоров завершается. Призеры, победители среди юниоров, просьба подойти к сцене. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров второго этапа пятой летней спартакиады молодежи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Родион Кравцов, Забайкальский край. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия.
За первое место золотой медалью и кубком награждается Харасхал Григорьев, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победителей и призеров весовой категории до 57 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 61 килограмма. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер юниорской сборной команды Республики Бурятия Баяр Чакдаржагович Цуренов. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Александр Балуров, Республика Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Жаргал Чойжижапов, Забайкальский край. За первое место золотой медалью и кубком награждается Дамдин Цереншапов, Республика Бурятия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 61 килограмма. Миша! Миша! Доктор, bir kere soğuk. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 65 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер Амурской области, судья международной и всероссийской категории Руслан Вахитович Мухамединов. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Владимир Радчиков, Хабаровский край.
Представитель Хабаровского края, просьба получить награду за Владимира Радчикова. Ладно, дальше идем. Представитель Суханов, просьба забрать награду Владимира Радчикова. Хабаровский край. Потом дальше. За второе место серебряной медалью кубком награждается Вальтер Владимиров, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Саян Жицемаев, Республика Бурятия. Куда? Я наверное. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 65 килограммов. Вальтер! Те, кто получили. Матвеевич, Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 70 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается заместитель директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Роман Иванович Околешников. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Гагик Тунян, Еврейская автономная область. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Игорь Ункоев, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 70 килограммов. на подпись. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 74 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается главный судья соревнований, судья международной категории Петр Павлович Чешкин. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Чингис Камгинов, Забайкальский край. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Аюр Жикжиков, Республика Бурятия. Поздравляем победителя и призеров весовой категории до 74 килограммов. На подпись.
Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 79 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается судья международной и всероссийской категории Абакар Ахмедович Агиев. За третье место бронзовой медалью награждается Юрий Раклецов, Забайкальский край. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Буянко Шадапов, Республика Бурятия. Поздравляем победителя и призеров весовой категории до 79 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 86 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер юниорской сборной команды Республики Саха-Якутия Прокопий Семенович Иванов. За третье место бронзовой медалью и кубком награждается Пато Даржиев, Забайкальский край. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Фарид Кизимов, Еврейская автономная область. За первое место золотой медалью награждается Артур Милмаскин, Республика Бурятия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 86 килограммов. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается старший тренер Амурской области, судья международной и всероссийской категории Руслан Уахидович Мухамединов. За третье место бронзовой медалью награждается
Артур Трисна, Хабаровский край. За второе место серебряной медалью награждается Артур Дьяконов, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Аюр Немаев, Республика Саха, Республика Бурятия. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 92 килограммов. На подпись. Начинается церемония награждения победителя и призера весовой категории до 97 килограммов. Награждение производит старший тренер юниорской сборной команды Республики Бурятии Бояр Чакдаржанович Цыренов. За второе место серебряной медалью и кубком награждается Алтар Дышунов, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью и кубком награждается Даниил Увалов, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 97 килограммов. Тоға керек. Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 125 килограммов. Награждение производит заместитель директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Роман Иванович Оконешников. За третье место бронзовой медалью награждается Александр Евдокимов, Хабаровский край. За второе место серебряной медалью награждается Айдар Санджиев, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью награждается Эдуард Максимов, Республика Саха-Якутия. Поздравляем победителя и призера весовой категории до 125 килограммов. Уважаемые участники соревнований, начинается торжественная церемония награждения в общекомандном зачете второго этапа 5-й летней спартакиады молодежи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. Награждение производит директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Пахомов. За третье место в общекомандном зачете кубком награждается сборная команда Хабаровского края. Представители, наверное, подписывают.
Представитель Хабаровского края Суханов, просьба получить награду. Награду получает Макар, адвокат Макар, Илья возьми Чаплин, сразу, судья возьми. международной и всероссийской Кубок категории. возьми сразу. В общекомандном зачете кубком награждается, второе место занимает команда Республики Саха-Якутия. Награду получает старший тренер юниорской сборной команды Республики Саха-Якутия Прокопий Семенович Иванов. В общекомандном зачете за первое место кубком награждается сборная команда Республики Бурятия. Награду получает старший тренер юниорской сборной команды Республики Бурятия Бояр Чагдаржапович Цыренов. Еще раз поздравляем победителей общекомандного зачета второго этапа 5-й летней спартакиады молодежи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе. Уважаемые призеры, победители, тренеры, судьи, объявляется общее фотографирование. Просьба подняться на сцену.